Süyem seni süyem seni gene. Bilesin mi irtek işlerin? Gündüz göz aldımı da, dünlet işlerinde, aşkınadır sina hislerim. Одна из хитовых песен про любовь, я тебе скажу. Да. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Программа о том, как можно вкусно, быстро приготовить очень интересные блюда. И сегодня своим секретным рецептом поделится популярный татарский певец, молодой, задорный, но уже очень известный лауреат премии «Татар-Мана» Марат Ярулин. Встречаем! Салям, Марат! Салям, Руслан. Рад тебя видеть на нашей кухне. Всем вот привет. Стильный молодой парень, который работает, живет и в Казани, и в Москве, и еще что-то нам принес. Ну, это, как обычно, традиционные подарочки. Это мой сольный альбом, ну, правда, ему уже... Сine Шулай, Ярата. Да, и это второй куштанеш, как говорится, да. Как думаешь, что это? Если бы ты работал в ГАИ, подумал, что это палка полицейская, но я думаю, это козылык, учитывая твои корни нижегородские, нет? В свое время даже гаишники вот за это Отпускали? отпускали, да. Это самый настоящий нижегородский казе. Который, кстати, для тех, кто не знает, ну, конечно, многие, я думаю, знают, что самый лучший козылык, самый лучший казе как раз-таки и изготавливают в Нижегородской области. Абсолютно верно. Ну что ж, а мы сейчас начинаем готовить те самые секретные блюда от Марата. Марат Ярулин, певец. Родился в деревне Актуково, Краснооктябрьского района Нижегородской области, в творческой музыкальной семье. Закончил театрально-режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств. Принимал участие в проекте «Фактор А» Аллы Пугачевой, в мюзиклах «Три колдуньи и Наргиз», «Маугли», в легендарной постановке мюзикла «Русалочка» компании Stage Entertainment. Снимался в телесериалах «Зеркало», «След», фильмах «Под напряжением», «Счастье, здоровье». В 2014 году стал лауреатом первой степени на международном телевизионном конкурсе молодых исполнителей «Татар-Мана». В 2017-м лауреатом первой степени конкурса молодых исполнителей 13-го международного фестиваля татарской песни имени Рашида Вагапова. Ну, Марат, рассказывай, какое блюдо будем готовить первым. Первое блюдо – это тоже наше нижегородское традиционное блюдо, называется катык салма. Пробовал? Катык салма. Ну, во-первых, я очень люблю катык. Салма – это лапша, очень люблю лапшу, поэтому я с удовольствием готов помогать тебе. С чего начнем? Для начала нужно набрать воду в казан. Это что? Сделано. Получается? Вода в казане. Да, половинку. Половинка. Нужно нарезать картошку. Вот она у нас есть. Так, Лук. воду кипятим? Абсолютно верно, да. Все, процесс пошел. Канятабыс. Если ты очень любишь салму, давай тогда ты приготовишь тесто. С удовольствием, давай. Так. Для этого нам нужно понадобится мука, Так, есть. яйца, масло. Масло растительное? Растительное, да. И, наверное, Соль. соль, да. Так. Абсолютно верно. Ну что ж, это обычное пресное тесто получается, хорошо? Абсолютно. Начинаем. Марат, вот сейчас Поехали. начинаешь резать картошку и сразу давай расскажи своим поклонникам, поклонницам, умеешь ли ты готовить, вот честно скажи, и часто ли ты делаешь? Ну, если честно, не так часто. В основном я завтракаю... В основном я пою? Да, в основном я пою, да. Завтракаю, обедаю и ужинаю я у своих родственников, у брата и у сестры. Но когда на С скорую... такой печалью в голосе сказать, Нет, наоборот, почему это нет? радость. Нет никакой печали, на самом деле. Я в этом плане очень счастливый человек. Вот. Ну, бывает, конечно, иногда приходится самому что-то приготовить быстро-быстро, да. Хорошо, а покушать что ты любишь? Вот чем поклонники тебя могут удивить? Ведь часто говорят, вот на концертах, да, татарских, приносят, например, козлар, даже бялишля приносят в подарок. Да, но у меня пока такого не было, чтобы мне прям приносили козлар, как ты говоришь, бялишлер. Пока еще не, но я думаю, что все впереди. Я люблю покушать, и, конечно же, ну, мужчины любят мясо. В первую очередь я люблю мясные блюда. Вот. Из наших традиционных блюд, естественно, это мамины перемечи, перемец, как у нас говорят. Перемец. Перемец, Кстати, абсолютно ты умеешь, верно. да, говорить нижегородским татарским В акцентом? смысле, я нижегородский татарин, конечно. Марат, читал я в одном из твоих интервью, что ты очень рано начал петь. Во-первых, у Марата талантливая семья, да? Расскажи, пожалуйста, про семью. Да, семья у меня очень талантливая, начиная, можно даже сказать,
от моего дедушки, который также играл на баяне, пел. Это передалось папе, от папы к брату, мне, сестре. Но я на баяне не играю, я в детстве вместо игрушки таскал его. Вот. А я с раннего возраста на сцене, прямо с малых лет. Первый раз я выступил, мне было 2,5 года. В 2,5 года? Уже, да. Это был, чтобы не соврать, Нижегородский Кремль. Да, я еще не все буквы даже выговаривал. Но уже рискнул. Марат, ну раз уж мы заговорили о песне, и тем более ты рано начал петь, исполни для наших зрителей что-нибудь из раннего. Я могу, знаешь, какую песню исполнить? Прям куплетик. Это очень популярная песня Салата Закича Хаддинова. «Аллаха шүкір» называется. И сенемесіз яшибіз біз, Аллаға шүкір. Бізі біте бірге шулысы шатлық, Аллаға шүкір. Аллаха шүкір, молодец. Син, давай катрак бас, пожестче. То есть тесно должно быть пожестче. После окончания школы, где ты все продолжал петь и выступать, как дальше сложилась карьера? Вообще, если говорить о школе, я учился в 4 школах. Сначала в деревне, я поменял 3 школы. 4-й это уже был в Москве. Вот, это был 10-11 класс, я закончил в Москве. И потом я поступил в Московский институт культуры. Еще в то время университет он назывался. Вот, я учился на актера драматического театра и кино. Ну а как, ты всю жизнь любил заниматься вокалом, а тут актерская? Ну, смотри, ситуация такая. Я как вообще переехал в Москву? Почему? У меня в то время уже сестра жила в Москве, Гуля. И она пригласила меня на кастинг. В то время там набирали каких-то там юных, там, так скажем, я не знаю, дарований, да. Я прошел в конечном итоге. И потом переехал в Москву и отучился в Москве уже. И почему актерская? Потому что я начал выступать, и параллельно еще меня взяли на роль в мюзикле «Маугли», на роль Шерхана. Вот. Из-за этого я начал увлекаться актерской профессией и решил поступить именно на профессию актера. Что тебе и пригодилось впоследствии? Одна из самых больших постановок это я играл в мюзикле «Русалочка». Там был друг такой, помнишь, мелкий, желто-синий такой флаундер. Вот, я играл его 2 года, получается. Никто не знал, что это я? Настолько вжился в роль? Ну, кстати, там было непонятно, я это или нет, потому что столько грима там. Ну, на самом деле, постановка была крутая, и хочу тебе сказать, что эта постановка побила рекорд по России по продажам. Вот, у меня лук готов. Нужно сейчас это все отправить в казан. Открывай. Так, открываем крышечку. Да, аккуратнее. Вот, я сейчас прямо... То есть и лук, и картофель, соль. Посолить. Да, пока конясын. Кстати, вот можно ли готовить? Вот мы сегодня готовим, кстати, просто на обычной воде. Вообще, вот, да, хорошо, что ты спросил, я чуть не забыл. Есть 2 рецепта, и они оба правильные. Вот то, что мы сейчас готовим с тобой, это такой, ну, так скажем, это на воде, это более такой простой вариант, холостяцкий я его называю. Вот. А есть семейный, это уже на бульоне, как бы, да. То есть сначала отваривается мясо. И то вкусно, на самом деле, да. Ты сейчас оценишь. Друзья, напоминаю, мы готовим не лапшу обычную, а салму. То, что я знаю, для этого надо сделать вот. Нет, ты без все, моей информации, ты все правильно сделал, да. Вот эту косичку. Как дальше она слишком, конечно, длинная. Можно разделить на 2. Да, ты не поверишь, можно. Опа, вот все. Ух ты, Их уже 2. волшебник. Вот такие прям мелкими кусочками нужно. Вот я помню, как мама и бабушка делала. Надо нажимать и да, вот как вот так вот, да? Срывать, да, прямо, вот так. Ну как бы то ни было, у нас сегодня все равно получится такая мужская салма. Абсолютно. Понятно, что наши мамы делают это лучше. Марат, ну раз мы заговорили про твое актерское мастерство и участие вот в фильмах, расскажи, пожалуйста, про фильм, который называется «Счастье, здоровье». Это комедия, которая вышла в том году, в сентябре, была премьера. История о 3 свадьбах. Татарская, русская и армянская. Ты принимал участие в татарской? Нет, в армянской. Как попал на этот фильм? Кастинг проходил, кто-то пригласил? Да, был кастинг. Мне позвонил агент и сказал, что типа есть такой-то, такой-то проект, вот не хотел бы ты
принять, точнее, попробоваться на кастинге себя в роли татарского жениха. Как только мне прислали, так скажем, сценарий, я сразу понял, что на самом деле там закипает, что это вот 100% моя роль, потому что там татарин, жених. Что должен уметь татарский жених? Во-первых, он, я знаю все на самом деле. И Татарский язык, танцевать татарский по-татарски, язык, петь по-татарски. традиции, да, свадебные, все татарские традиции. И я был полностью уверен, когда шел на кастинг, что это моя роль, и только я должен ее сыграть. Я прямо так и сказал на самом деле, что лучше меня эту роль никто не сыграет. Вот, Марат Яруллин пришел на кастинг и прошел. да, и через какое-то время мне перезванивает агент, это, ну, где-то неделя, наверное, может быть, 2 прошло, и говорит, что вас утверждают на роль. Так, Марат Салмалар готовый. Бульон у нас закипел. Теперь нужно чуть-чуть, вот здесь сюда можно. Бульончик, Бульончика, да? Чтобы развести с катыком, у нас же катыклы салма. То есть мы катык сразу не добавляем в бульон. Не-не-не, нужно обязательно его подготовить. Так, бульона, думаю, достаточно, держи. Все, рахмет. Так, а мы, вернее, я пока добавлю салму. А я Кипящий пока бульончик. размешаю катык. Давай. Так, опа. Получается? Процесс идет? Конечно. Ну, я думаю, самое время, Марат, еще одну песенку исполнить для наших С зрителей. удовольствием. Какую? Я бы хотел бы спеть песню, ну вот альбом, если ты заметил, у меня называется «Кемнер сини шулай аратыр». Есть такая красивая песня. В честь этой песни я и назвал альбом. Мама написала стихи, музыку написала Гульназ Закирова. Сүйем сini gene, bilesin mi irtek işlerin. Gündüz göz aldımda, dünlet işlerinde, aşkınadır sina hislerim. Одна из хитовых песен про любовь, я тебе скажу. Да. Одна из самых любимых моих Ты, кстати, сам не пишешь слова? Или Знаешь, музыку? я вот это дело доверяю профессионалам, и я придумываю идеи. Да, Вот у ну, меня кстати, что-то ты знаешь, в голове мне один рождается. вокалист сказал здесь у нас на кухне, что это ему пришло в 30 лет. То есть не факт, что, может, у тебя все впереди еще. Ну, кстати, да. Вот так не проснешься, К этому надо придет тебе в к гости этому надо. Мон, и все. Так, Марат, здесь салма у нас потихонечку отваривается. Что здесь Замечательно. готовится? Но, знаешь, для того, чтобы катыклы салман получился вкусным, Настоящим мишарским. да, мишарским, нижегородским, мы будем еще делать секретный ингредиент. Я тебе дам задание. Вот лук, порежь его, пожалуйста. Так, лучок давай. Да. Ага. Все. Я пока вот... Он тоже пригодится, да, для салмы? Конечно. Так. Пау. Ну, Марат, продолжаем. Раз уж есть такая возможность, как говорится. Расскажи планы на 2019 год. Эксклюзивное шоу, я не знаю, там, дуэт с какой-то суперзвездой. Планы большие. На октябрь у меня планируются гастроли по Татарстану. Проекты по кино тоже планируются, но пока не буду говорить. И я работаю над новым альбомом. Да, То есть над в этом году ожидается выход нового альбома. версия, да. Я думаю, что увидит свет в этом году новый альбом. У тебя есть какие-то вот любимые авторы, композиторы, кто пишет тебе больше всего? Если говорить о композиторах, у меня на самом деле очень разные композиторы, которые написали мне красивую музыку. Наш Ферзяр Муртазин, Гульназ Закирова, Хамид Надкаримов. Ты знаешь, вот самое главное, что результат налицо. Песни Марата Яруллина популярны, песни Марата Яруллина поют и знают. Поэтому композиторам отдельно большое спасибо. Что делаем здесь? Здесь сейчас нужно добавить чуть-чуть молока, прям, но только не переборщить, главное. Что это у нас получается? Получается омлет. Сейчас добавляем сюда лук. Так, Прямо лучок. кладем. Мгм. И на сковородку? И на сковородку, да. Так, сейчас Чуть-чуть маслица, масла. чуть-чуть. Всё правильно. Давай, заливаем. Так. Заодно и Опля. омлет сейчас попробуем. Отдельно он будет или мы добавляться будем сюда? Вот этот омлет, который мы приготовим сейчас, он будет подаваться уже, ну вот С готовым да, блюдом. с готовым блюдом уже в тарелку. Так, Салма, посмотрим. салма, нужно проверить, Готово или нет? готово ли или нет.
Так. Готово. Пешкен? Мгм. Супер. Нужно добавить катек. Так, давай. Добавляем катек, ложечку забирай. Ну что, дорогие друзья, мы добавляем в салму последний ингредиент, перемешивая. Итак, все это сейчас доготовится. Ну а мы уходим на рекламу и обязательно после рекламы ждем вас. У нас еще одно блюдо от Марата Яруллина. Катеклы салма. В кастрюлю налили воды и довели до кипения. Мелко нарезали репчатый лук, картофель нарезали кубиками, в кипящую воду запустили лук, посолили, через 5 минут добавили картофель и оставили вариться. Для салмы из яиц, воды, растительного масла и муки замесили крутое тесто, которое раскатали в колбаске диаметром около 1 сантиметра. Отщипывая по кусочку теста, прокатывали его по доске большим пальцем и сворачивали в ушки. Тем временем в отдельную миску отлили немного бульона, в который, постоянно помешивая, влили тонкой струйкой катык. Как только картофель сварился, в бульон добавили салму, немного поварили, влили разведенный катык, перемешали и довели до готовности. Отдельно приготовили в сковороде омлет из яиц, молока, соли и мелко нарезанного зеленого лука, который при подаче добавили в суп. Дорогие друзья, спасибо, что вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». У нас вторая часть программы. В первой части Марат Яруллин, популярный татарский певец, который сегодня к нам пришел, вместе со мной приготовил нижегородское блюдо. Катекле салма. Катекле салма. Вот оно у нас здесь готовое. Вот это чудо яичница, она же омлет, тоже будет подаваться с салмой. На подаче. Но перед этим быстренько сделаем салатик. Легкий в приготовлении салат. Такие у нас ингредиенты: томаты, яички перепелиные, кукуруза, тунец. Я очень люблю тунец. Он очень полезный, кстати, очень полезная рыба. И лук. Вот. Красный лук, давай. Красный лук, да, кстати, да. Помоги, прям кольцами сможешь? Название у салата есть? Ну, давай назовем его «Приключения тунца». Или, знаешь, не так. «Су эстенде тунец уни». Знаешь такую песню? Я знаю «Су эстенде тунец яклы». Знаешь такую песню? Вот. Все? Да. Окей. Название интригующее. Начинаем. Марат, ты сегодня уже спел 2 красивые песни на татарском языке, а вот на иностранных языках, на русских поешь? Я пою, да. У меня есть песни и на русском языке, на английском, люблю на испанском. Ну, а на испанском, ну что-нибудь хотя бы. Знаешь песню? Носа, así você me mata. Ai, seu chipeo, ai, seu chipeo. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, seu chipeo, ai, seu chipeo. Эй! И все, и даже дискотека. И барабанные пошли, Да, да. вот ты, кстати, удачно порезал, все хорошо. Молодец. Марат, хотелось бы отдельно поговорить про твой нашумевший клип в современном стиле на красивую песню. Расскажи, чья идея, кто помогал снимать? В этом году у меня вышел новый клип на песню «Лейля». Современный, очень красочный. Идея была моя и моего друга. Снимался он и в Москве, и в Казани. Но в клипе была одна задумка. По сценарию должен был принимать участие такой человек, но он должен быть очень популярным. Вот. И я долго не думая, кто у нас король татарской эстрады? Салават Закиевич. Салават Закиевич, все правильно. Мне пришла идея в голову, чтобы он принял участие у меня в клипе. Я до сегодняшнего дня, на самом деле, не верю, как это произошло, но он реально снялся у меня в клипе. Салават Закиевич, из Иерусалима, кстати, заодно передадим привет. Я хотел бы еще раз поблагодарить Салавата Закиевича за участие. Огромное спасибо, рахмет. Вот сейчас ты еще больше интерес подогрел. Сейчас многие после программы сразу в интернет. В общем, будет интересно. Я думаю, так же, как и интересен всем наш салат. Что мы? Помидоры черри, перепелиные яйца, лук. Они уже там маслины. Да. Кукурузу можно прямо уже добавляем. Полностью, да, прямо залить. Маслины. И тунец. Я думаю, маслины можно еще чуть-чуть добавить. Еще можно, да. И все это тщательно перемешиваем. Заправляете ли салат чем-нибудь? Маслом оливковым. Так, оливковое масло. Салат с очень интересным названием, повтори его, если помнишь. Субуенда. Субуенда, тунец, уни. Тунец, уйны или жирлы? Да. На самом деле не так важно, а важно то, что прямо сейчас мы накроем стол и попробуем оба наших блюда.
и салму, и салат. Салат с тунцом. Су эстенде тунец уйны. Репчатый лук нарезали полукольцами. Перепелиные яйца, помидоры черри и оливки на половинки. Все ингредиенты выложили в салатную миску, добавили кукурузу и консервированный тунец. Посолили, поперчили, заправили растительным маслом и перемешали. Дамы и господа, леди и джентльмены, Ladies and gentlemen. настало время попробовать блюдо нижегородских татар, приготовленное под руководством Марата Яруллина, Руслана Шарафудинова. Бисмилля рахман рахим, начинаем. Итак, Начнем с салма. катакла салма. Кстати, Чуть-чуть вот сверху изярья мы вот тот самый омлет накрошили вот здесь вот, да, его? Чуть-чуть надо его Изярья. придавить. Надо такое татарское слово изярья. Так, бисмилля рахман рахим, внимание. Ну, кстати, Руслан. Да, ни разу в жизни я не пробовал настоящую катакла салмана. Сразу говорю, мне очень понравилось, потому что я люблю салман, я люблю катык, я люблю нижегородских татар, Любишь казах. я люблю пару твоих песен. В общем, попал ты во все. Всё сходится. Все сходится, молодец. Ну а дальше фирменный салат. С Я уже тунцом. сказал про любовь к тунцу. Вообще, мне кажется, это вот Ну, здесь лук. это уже хорошо. Это уже хорошо. Марат, действительно, современный красивый салат получился очень яркий. Ну и Очень. главный ингредиент это тунец. Мне кажется, все салаты с тунцом, они все получаются очень вкусными, твой в том числе. Молодец. Но без тебя бы я не справился, конечно. И поехали. Без тебя. Без тебя. Все. Больше всего хотел попробовать подарок, который ты принес. Это нижегородский козылык. Давай пробуй. Итак. Этот момент. Тает во рту, а не в руках. Очень вкусно. Инкомно. Руслан, кстати, не первый раз замечаю, что в Казани, в Татарстане называют казе козелек. На самом деле это не козелек, это казе. Козы. Козелек – это мясо для приготовления казе. Вот. А вот все в итоге получается Всё уже в итоге козы. получается казе, да. Вот это самое настоящее название. Я тут кое-что, Руслан, запомните и зафиксируйте. Это козы. Это Марат Яруллин. Это Руслан Шарпунин. Руслан Это Шарпунин. программа «Секреты татарской кухни». Марат, вот вижу по глазам, да, что ты не хочешь, чтобы все-таки эфир нашей программы заканчивался. Ну, потому что... Ну, потому что регламент Потому наш, что- потом ты ничего не сделаешь, поэтому Так. Сега Бекзурахметовством, я желаю тебе новых творческих свершений, клипов, поклонников, чтобы вот действительно в татарском шоу-бизнесе что-то всегда яркое, интересное было, и в том числе с твоим участием. Спасибо. Бекзурахметовна. В жизни никогда столько не готовил, как сегодня. Тем более так вкусно еще, понимаешь? Да, получилось? спасибо вам большое, что пригласили. И Увидимся, увидимся. конечно, я без песни тебя еще одну не отпущу. Какую? Руслан, Марат Яруллин, а давай, Ляля. Давай. Köklerde bulsam ne palarımın Dengiz gizip çıkarman Sin anda diseler Büyük dağla Kirek bulsam nermen Barasında jinermen Sin eytkene leyle Это была программа «Секреты татарской кухни». С нами Руслан. Как всегда, вкусно и весело. Увидимся на канале ТНВ. Самого Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.